Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В условиях, приближенных к боевым на полигонах Цабал и Нагвалоу, завершился активный этап масштабных учений Министерства обороны Республики. Рекордное число участников Торгово-промышленная палата Абхазии провела традиционную уже 10-ю пасхальную выставку-ярмарку «Праздник сладости». В фокусе проблема наркомании. Репортаж по итогам отчетной научно-практической конференции в АГУ. На полигонах Цабал и Нагвалоу завершился активный этап масштабных учений Министерства обороны Республики, проходивших с 14 по 17 апреля. Военнослужащие Минобороны Республики Абхазия, резервисты и российские военнослужащие отработали действия по отражению атак условного противника. За происходящим наблюдало высшее руководство страны и силовых ведомств. Подробности в репортаже Заура Кварча. Плотный залп артиллерии, автоматные очереди и слаженное наступление пехоты. Это финальный этап командно-штабных учений, проходящих сразу на 2 полигонах. Стрельбы ведутся из всех видов штатного вооружения. Подразделения демонстрируют высокий уровень боевой подготовки и взаимодействия. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия на 2025 учебный год в период с 14 по 17 апреля проводится командно-штабное учение с группировкой войск «Восток» и командно-штабное мобилизационное учение с 4 и 5 стрелковыми бригадами резерва. Сегодня на последнем этапе учений одновременно на 2 полигонах Цабал и Нагвалоу проводятся практические мероприятия с боевой стрельбой. Тема ведения оборонительной операции. В маневрах была задействована межведомственная группировка, в том числе резервные бригады, силы теробороны, а также представители силовых ведомств. Учения направлены на отработку действий офицеров в условиях, максимально приближенных к боевым. Особое внимание уделено закреплению практических навыков, приема и распределения военнообязанных, находящихся в запасе, уточнению на местности решений командиров резервных подразделений, ответственных за оборону. Товарищ главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия, войска Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации к совместным действиям по плану учений готовы. Руководитель учения, начальник генерального штаба, генерал-полковник Савченко. Военнослужащие и резервисты демонстрировали не только индивидуальную подготовку, но и высокую слаженность в ходе выполнения тактических задач, от отражения ударов до захвата выгодных рубежей и взаимодействия с тактическим воздушным десантом. Оценивая происходящее, президент Бадра Гунба подчеркнул, что такие маневры играют ключевую роль в укреплении обороноспособности республики. Благодарю вас за участие в учениях. Безусловно, для нас самое главное – обороноспособность нашего государства, нашей страны, безопасность граждан нашей страны. В этом смысле мы обязательно продолжим такого рода боевое слаживание подразделений и частей, в том числе и резервных. Я уверен, что ваш опыт, навыки, стремление обеспечить безопасность нашей страны создаст благоприятные условия для нашего государства. По итогам командно-штабных учений президент страны дал положительную оценку действиям Минобороны, резервистов и силовых структур. Я высоко оцениваю учения Министерства обороны, подразделений силовых структур. Это важное направление для взаимодействия
наших подразделений, частей, взаимодействия, в том числе и с резервистами. В рамках наших учений был проявлен высокий результат слаженности, взаимодействия. Я уверен, что такого рода учения дадут возможность укрепить наши вооруженные силы. Боевой этап учений завершен. Подразделения продолжают отработку специальных задач. Нужно отметить, что это не просто тренировка, а реальная проверка оборонного потенциала республики. Заур Кварча, Инала Гухава, Абаза ТВ. Министерство энергетики и транспорта Республики Абхазия официально подтверждает ранее объявленную информацию о возобновлении регулярного авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. 1 мая авиакомпания ЮВТ «Аэро» осуществит первый спустя 30 лет регулярный пассажирский рейс по маршруту Москва, международный аэропорт Внуково, Сухум, международный аэропорт Сухум имени Владислава Арденба. Парламент накануне принял закон о социальном налоге в первом чтении. Это значит, что вместо отдельных отчислений в несколько внебюджетных фондов граждане Абхазии будут облагаться единым налогом. Общая нагрузка при этом снижается с 20 до 18%. Кроме того, депутаты утвердили кандидатуры председателей районных судов. В первом чтении приняли закон о госзакупках, внесли изменения в градостроительные и уголовные кодексы республики. При этом депутаты не поддержали закон о господдержке национального инвестора, посчитав, что дополнительные льготы и преференции абхазскому инвестору не нужны. Подробнее Надежда Боровикова. Первый вопрос в повестке дня очередной сессии Народного собрания – рассмотрение закона о едином социальном налоге. Такой налог призван заменить обязательные платежи в 5 внебюджетных фондов Абхазии. Суть законопроекта заключается в введении единого социального налога взамен действующих страховых взносов и платежей во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия, а именно Пенсионный фонд Республики Абхазия, Фонд социального страхования и охраны труда, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд репатриации Республики Абхазия и Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. При введении единого социального налога меняется исключительно статус таких платежей во внебюджетную систему, оставляя при этом неизменный механизм последующего предоставления государством соответствующим гражданам социальных гарантий. Председатель профильного комитета Беслан Халбаш, а также руководитель контрольной палаты Зураб Отерба рекомендовали законопроект к принятию в первом чтении. Никоим образом нету уменьшения социальных выплат, всех категорий, которые попадают ранее, в настоящее время, ни в отношении инвалидов Отечественной войны, ни в отношении наших репатриантов, все социальные категории людей, которые, подпадают под действие на сегодняшний день действующего законодательства с введением единого социального налога, только будет создана единая процедура оказания помощи этим людям. Наши ветераны, репатрианты, люди, которые относятся по фонду обязательного медицинского страхования, введения ведомственных целевых программ, все обязательства государства, при этом они будут исполняться. Я очень сильно надеюсь, что при принятии вами этого законопроекта, наоборот, улучшится качество социальной защиты наших граждан. Данный законопроект, он, предусматривает снижение налоговой базы. Если сегодня 20% начислений и 1% удержаний, в дальнейшем 18% единый социальный налог составляет от доходов. И формирование расходов по бюджетным фондам будет происходить так же, как формируется республиканский бюджет по бюджетным параметрам. Депутаты одобрили закон о едином соцналоге в первом чтении с тем, чтобы доработать детали ко второму. Здесь есть заключение соответствующих ведомств, в частности Министерства экономики, Минфина. В Минэке, в заключении Минэка сказано о том, что некоторые фонды есть целесообразность оставить, более крупные. Все эти опции необходимо обсуждать. В частности, пенсионный фонд, например, предлагается
примеру, оставить отдельно, потому что там большой бюджет и большое количество дел. Поэтому я думаю, чтобы это мягко у нас произошло, неожиданно мы во втором чтении не вынесли, нужно и, наверное, и представителей фондов пригласить, и все эти вопросы интересующие обсудить. Полную версию репортажа с заседания сессии Народного собрания смотрите после выпуска новостей. Победителем открытого чемпионата по пожарно-спасательному спорту стала команда Ачимчирского района. Серебро досталось Сухуму и Сухумскому району, бронза Гулрыбскому району. Победителям вручили кубки и денежные призы, сообщает Апсны пресс. Участники состязаний соревновались в 4 видах пожарно-спасательного спорта: подъеме по выдвижной лестнице, подъеме по штурмовой лестнице, беге по 100-метровой полосе с препятствиями и боевом развертывании. Замминистра по чрезвычайным ситуациям Нугзар Эмурхба поздравил коллег с Днем пожарной охраны и 18-й годовщиной создания МЧС. В Абхазии планируют открыть автодром, заявил в эфире радио «Спутник» начальник ГАИ Дамир Авицба. Когда у нас вышло видео, на котором мы пресекли проведение ночных гонок, с абхазской стороной связались предприниматели из России, которые готовы построить оборудованный автодром. Место уже определили, это будет в Скурче. Проект уже готов, рассказал Авицба. Автодром, по его словам, будет соответствовать всем нормам безопасности. Авицба считает, что когда в Абхазии появится специализированный автодром, лихачи смогут выплескивать там свои эмоции и на дорогах станет безопаснее. В Сухуми продолжаются работы по благоустройству города столичными коммунальными службами. Начался ремонт фасада здания администрации Сухумы. Идет замена ливневок на проспекте Аяйра 144. Подготавливается поверхность для укладки асфальта на улице Титова. Подробности в материале пресс-службы столичной администрации. Здание Сухумской мэрии скоро преобразится. Сотрудники и работники подрядных организаций горстройпроекта, обученные фасадным работам российскими коллегами, сдают своего рода первый экзамен, продемонстрируют приобретенные навыки на главном здании столичной мэрии. Благодаря ранее достигнутым договоренностям президентом республики Падрой Зурабовичем Гумба проходят работы по реконструкции многоквартирных домов в городе Сухум. Совместно с нашими коллегами из города Москвы продолжаются восстановительные работы на фасадах многоквартирных домов. На сегодняшний день мы приступили к восстановлению фасада здания администрации города Сухум. Более 150 специалистов Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы уже несколько месяцев находятся в Абхазии. Ремонтируют фасады многоэтажек Сухума и параллельно обучают местных коллег. Сотрудники горстройпроектов в полном объеме самостоятельно выполняют капитальный ремонт фасада. Мы находимся здесь для того, чтобы осмотреть и провести авторский надзор тех технологий и материалов, которые мы передали в дар организации «Горстройпроект». Ребята выполняют работы полностью самостоятельно. Нарушений технологий производства работ не наблюдается. Я думаю, наши коллеги выполнят эти работы с надлежащим качеством. Это, можно сказать, такой экзамен для нас, так как они нас обучили, дали возможность приводить наши фасады в порядок. В дар оставляют еще материал отделочный для восстановления фасада. Вот мы решили применить именно на центральном здании. Сейчас идет очистка фасада от грибка. Затем частично очистят от старой штукатурки. Недостающие элементы фасадной части восстановят и покрасят весь фасад. На объекте работают около 20 человек. На проспекте Аяйра 144 идут работы по замене старых ливневок. Начальник дорожно-ремонтно-строительного управления Дмитрий Ахуба рассказал, что неработающие ливневки приводили к частым подтоплениям близлежащих многоэтажных домов. В дождевой воде некуда было стекаться. Проводятся работы по укладке нового ливневого трубопровода с установкой новых ливневых колодцев железобетонных. Трубы будут укладываться пластиковой гофрированной диаметром 300 мм, плюс будут установлены бетонные колодцы с чугунными
решетками. После укладки новых ливневых трубопроводов приступят к благоустройству тротуарной зоны. По поручению исполняющего обязанности главы администрации города Сухум Агдарба Тимура Михайловича были начаты работы по благоустройству тротуарной зоны от улицы Чачпа до улицы Имама Шамиля. Работы включают в себя полную замену ливневой канализации, дорожных бордюров, поребриков, тротуарной плитки 250 квадратных метров и бетонирование парковочной зоны 900 квадратных метров. Будет заасфальтирован еще один проблемный участок дороги в столице. Это часть улицы Титова и улицы Агумава. Сейчас идут работы по подготовке грунта. Снимают остатки старого дорожного покрытия. Приступили к работам демонтажным по грунту с последующей укладкой первого слоя асфальта. Протяженность дороги начинается от улицы Бейгуа-Титова до Агумава. И затем второй промежуток асфальтирования от Агумава до улицы Фазиля Искандера. Коммуникации на улице Титова уже были ранее заменены, поэтому укладку асфальта планируют завершить в течение недели. Но только если позволит погода, оговариваются рабочие, памятуя о дождливых весенних днях в этом году. Амра Амичба, Мадина Афганба, пресс-служба администрации города Сухум. В рамках отчетной научно-практической конференции, проходившей в марте в Абхазском государственном университете, профессорско-преподавательский состав представил множество научных работ и докладов по широкому спектру тем, в том числе социальных. Так, на факультете биологии и биомедицины прозвучал доклад, посвященный проблеме наркомании в Абхазии. Подробности в репортаже Рады Чачава. На сегодняшний день наркомания – одна из самых актуальных проблем в мире. Она поразила все континенты и страны. Число зависимых или употребляющих, согласно общемировой статистике, превышает 300 миллионов человек. Проблеме столь важной и был посвящен доклад старшего преподавателя факультета биологии и биомедицины Асиды Амичба, представленный в рамках отчетной научно-практической конференции в Национальном университете. Понятия наркомания, наркотики и наркоман стали частью жизни современного общества. Наркомания – это заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества. Опасен любой наркотик, даже одноразовая его проба. По данным социологических исследований, средний возраст начала приобщения к наркотическим веществам снизился до критического возраста, и у мальчиков составляет 14 лет, у девочек с 15-16 лет начинается употребление наркотических препаратов. У наркозависимых отмечаются характерные изменения личности, сниженный процент трудовой занятости, высокая частота криминогенного поведения и судимостей, нарушение семейных связей и суицидальные риски. Таким образом, пристрастие к наркотическим веществам влияет не только на отдельного человека, но и на все общество. Наркомания стала одной из причин увеличения роста преступности, наносит огромный ущерб здоровью подрастающему поколению, вызывает комплекс сложных социальных проблем. Наркотики, как известно, ослабляют иммунитет, истощают организм, способствуют передаче тяжелых вирусных заболеваний, гепатитов В, С и Д, ВИЧ-инфекция, СПИД, венерические заболевания. Как следует из доклада, помимо личностного распада у наркозависимых развиваются серьезные нарушения физического и психического здоровья. Любой из наркотиков разрушительно действует на организм. Возникают и стремительно нарастают необратимые тяжелые поражения внутренних органов, головного и костного мозга. Нередко это приводит и к летальным исходам. Разрушение нейронов головного мозга приводит к нарушению всех форм памяти, задержке развития умственных способностей и, в конце концов, к постепенному разрушению личности, привела Асида Амичба и статистику числа наркозависимых в Абхазии. По официальным данным Республиканского наркологического диспансера Республики Абхазии, по Абхазии в 2010 году было зафиксировано 13 наркозависимых. В 2012 году уже 19, в том числе 8 девочек. Всего состояло на учете на конец 2016 года 2440 человек.
Наконец, 2022 года и начало 2023 года в Абхазии стоят на учете 2910 человек, из них наркозависимых 1126, а алкозависимых 1784 человека. По данным, наконец, 2023 года на учете в наркологии Абхазии состояло 3419 человек. Исходя из выводов доклада, борьба с наркозависимостью должна в первую очередь включать в себя профилактическую работу с подрастающим поколением. Также выявление и оказание помощи людям, уже страдающим этим заболеванием. И, конечно, специализированное лечение в профильных медицинских учреждениях. Рада Чачава, Торник Амичба, Абаза ТВ. 4 июля исполнится 50 лет со дня открытия комплекса Новоафонской пещеры имени Гиви Смыр. Руководство Новоафонской пещеры провело пресс-конференцию, где был представлен анонс плана мероприятий по празднованию 50-летнего юбилея со дня открытия комплекса Новоафонской пещеры как туристического объекта. В рамках пресс-конференции подписано положение об объявлении совместного творческого конкурса на лучшую журналистскую работу, посвященную 50-летию открытия Новоафонской пещеры. Подробности в нашем эфире в пятницу, 18 апреля. Рекордное число участников Торгово-промышленная палата Абхазии провела традиционную уже 10-ю пасхальную выставку-ярмарку «Праздник сладости», приуроченную к светлому празднику Пасхи. Наш корреспондент Анастасия Никонова посетила ярмарку и расскажет о самых необычных пасхальных композициях. Это съедобная бумага вафельная, яйца шоколадные, буше наше фирменное. Кондитерская «Буше» второй раз принимает участие в традиционном проекте Торгово-промышленной палаты Абхазии «Праздник сладости». На выставке и ярмарке мастера кондитерской продукции представили куличи, рулеты и торты с пасхальной тематикой. По словам руководителя кондитерской «Буше» Жанны Бабаян, их продукция не только красивая, но и натуральная. Пасхальный кулич из дрожжевого теста, оформлен мастикой. Все съедобное, сделано все из натуральных продуктов. Торгово-промышленная палата делает такой праздник для людей и кондитерам, конечно, это в помощь. Каждый может себя показать. Это наше творчество. Все кондитеры творят своими руками. С большим чувством вкуса все выдержано в одном стиле. Традиционная пасхальная выставка и ярмарка «Праздник сладости», приуроченная к светлому празднику Пасхи, в этом году собрала рекордное количество участников – 60. По словам президента ТПП Тамилы Мерцхулава, не все желающие успели пройти регистрацию, так как подали свои заявки в канун проведения пасхальной ярмарки. Пасхальная ярмарка – это добрая традиция среди реализуемых проектов Торгово-промышленной палаты. Я бы сказала, место встречи и возможность сделать для себя сладкие покупки, тем более в канун светлого и великого праздника Пасхи. Мы со своей стороны, Торгово-промышленная палата, вносим свой вклад в доброе дело. И для нас очень важно поддержать кондитеров, тем более местных производителей. Сегодня в ярмарке принимают участие 60 кондитеров. И это очень важно, что число заинтересованных участников с каждым годом растет. И нам очень приятно, что жители и гости столицы, которые прибывают на праздничные выходные дни в Республику Абхазия, тоже посещают нашу ярмарку. В целом хочу отметить, что Торгово-промышленная палата, проводя подобные мероприятия, в частности, такой вот праздник сладости, она призывает всех, кто занимается данным видом деятельности, перейти от любительского занятия на более профессиональный уровень. В то же время хочется отметить, что если мы себя позиционируем туристической страной, то в республике как можно больше для развития туризма должны проводиться фестивали, ярмарки, всевозможные выставки. Это очень важно для культурного обмена и очень важно для развития малого бизнеса. Стенд с выпечкой Алены Цвинария не заметить было сложно. Яркие оранжевые цветы украшали куличи и другую продукцию. По словам мастера, пока она печет дома, но в перспективе планирует брендирование продукции и открытие кондитерской. Мы принимаем участие уже, получается, 4-й год, всегда довольны, потому что это то место, где каждый может показать то, что он делает, нафантазировать.
И всегда люди, покупатели тоже доброжелательные, они могут и попробовать продукцию, и приобрести, чтобы украсить дома свой стол. Я принесла куличи, они на венском тесте, а также рулеты, печенье имбирные. Цветы у нас из мастики, все, что на куличах, все съедобное. И красиво, и вкусно, и всегда можно украсить праздничный стол. Тигран Ваганян кондитерским искусством увлекся еще в 9 лет. За минувшие 12 молодой человек из любителя превратился в профессионала. Сегодня его продукция под брендом «Тигран Бейкс» востребована и узнаваема. Занимаюсь я тортами, десертами, бенто-тортами, всем прочим. Вот сегодня представляю пасхальную тематику: куличи, десерты, пасхи, какие-то десерты творожные, пасхальные, там торт в виде яйца, моти, тоже десерт очень популярный, известный. В прошлом году я тоже принимал участие, но был не в таком масштабе, а чуть-чуть в узком направлении, только были в основном куличи. Организация на высшем уровне, если честно, очень нравится. Все подробно объясняют, рассказывают, дают возможность забронировать за собой место. Все так очень сильно организовано. 10-я традиционная пасхальная выставка «Ярмарка». Праздник сладостей, организованная торгово-промышленной палатой Абхазии, собрала в столичном ресторане «Магнолия» как кондитеров, так и почитателей сладкой выпечки. В рамках однодневной ярмарки можно было приобрести куличи, рулеты, свечи и предметы интерьера с пасхальной тематикой. Анастасия Ниганова, Торник Амичба, Абаза ТВ. В эфире Абаза ТВ продолжается цикл советского кино, посвященного 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Сегодня на Абаза ТВ после выпуска новостей смотрите очередную серию эпической военной драмы в 4 частях, экранизацию одноименного романа Льва Толстого, фильма «Война и мир». Это советский художественный фильм 1965-67 годов, одна из самых высокобюджетных картин в истории советского кинематографа. Россотрудничество и благотворительный фонд развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив заключили соглашение о сотрудничестве. Документ в Москве подписали руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и учредитель фонда Дауркова. Соглашение направлено на установление сотрудничества по вопросам продвижения российского образования и социально-гуманитарных проектов на территории Абхазии. Об этом сообщает Апснепресс. В Сухуми с визитом находится российский писатель Максим Гуреев. Он работает над книгой о Дауре Зантаре для цикла «Жизнь замечательных людей». Сегодня в культурном центре имени Дауры Зантаре собрались друзья, родные и коллеги, чтобы познакомиться и пообщаться с Максимом Гуреевым. Подробности в репортаже Леонора Гилаян. «Жизнь замечательных людей» – серия художественно-биографических книг, рассчитанных на массовую аудиторию. Впервые она выпускалась на рубеже 19-20 веков под тем же названием. С тех пор предпринимались неоднократные попытки возродить издание, но осуществить это удалось лишь Максиму Горькому. Начатая заново серия выпускалась с начала 30-х. К 2010 году общее число выпусков превысило 1500, а суммарный тираж серии – 100 миллионов экземпляров. Теперь в серии легендарной ЖЗЛ будет книга о Дауре Зантаре. У меня там на сегодняшний момент вышло 1, 2, 3 книги. Последняя книга – это ЖЗЛ Андрея Георгиевича Битова, который, как известно, очень любил Абхазию, который здесь бывал и с которым был дружен Даур. Это как бы отдельная история. Кстати, да. Вот. И когда с Андреем Георгиевичем мы общались, он мне рассказывал, собственно, я-то тоже узнал это имя из его уст. Тогда впервые я увидел тексты «Золотое колесо», впервые я увидел, конечно, был совершенно поражен, потому что, вы понимаете, это к стандарту русской словесности того времени вообще не имело никакого отношения. Это что-то такое вообще непонятное. Как человек это сделал? Как-то он так написал, что вообще происходит? Вот. Но потом это все накапливалось, и вдруг последовало такое предложение. Я откликнулся, да, но, как вы понимаете, опять надо же все долго, чтобы развивалось. Невозможно, сказали да, и на следующий день приехал, и начал писать, и такой молодец. Да нет.
Были определенные переговоры с издательством, ну и так далее, там финансирование, ну вы понимаете, да, это целая такая долгая история. Вот, и я стал потихоньку читать тексты. Для меня главное, скажу так, для меня главное, если речь идет о писателе, если я, допустим, пишу о писателе, у меня там есть книги о Бродском, о Довлатове, для меня самое важное, сейчас вы, может быть, удивитесь, может быть, даже не все детали, подробности его биографии, где он жил, с кем он жил, в каком он году был, в этом году или в том году, или в следующем, или в предыдущем. Самое главное для меня прочитать тексты, если это писатель или поэт, в которых, я уверен, все сказано. Максим Гуреев уже немало знает как минимум о московском периоде жизни Даура Зантария, но теперь в нынешней писательской экспедиции его цель – узнать абхазскую историю автора «Золотого колеса», пообщаться лично с теми, кто хорошо его знал, обойти его улочки, съездить в его деревню. Грузился во всю его московскую, ну, наверное, не во всю, но во многие детали его московской жизни. Сейчас, я надеюсь, возникнет определенная ясность. Не до конца. До конца не будет никакой ясности ни у кого. Его абхазской жизни, хотя для него это были абсолютно неразрывные две субстанции. Жизнь здесь и жизнь, там, предположим, в Москве. Все это. Вот. И как бы заканчивая свою вот эту такую речь, также, да, хочу предупредить. Дело в том, что вот те книги, которые у меня вышли, которые там в издательстве СТ, в издательстве «Молодая гвардия», соответственно, это не вполне стандартный ЖЗЛ, к которому мы привыкли, читая ЖЗЛ там, образца 75-го, 85-го. Это не вполне биография человека. Родился, учился, женился, развелся, опять женился, опять развелся, пил, умер и писал. Ну, вот это все мне неинтересно. Даура я уж раскрою, да, то есть я уже с февраля как бы этим занимаюсь, многое для себя я понял, многое уже написано. Это вот будет вот такой формат, то есть вы приготовьтесь к неожиданным поворотам. Ну, в хорошем смысле неожиданным, разумеется. Вот. Дальше спойлерить я не буду, пока так. Работаем дальше. Писатель Гуреев очень тщательно подходит к написанию книг из серии «Жизнь замечательных людей». Для него важны детали, локации, атмосфера. По мнению автора, все это важнее протокольных биографических записей. Московская жизнь нашего героя. Известно, что он скончался, если кто бывал в Москве, знаете эти места, в районе метро «Сокол». Поскольку я там живу, я был поражен. Оказывается, это произошло здесь. В 2001 году я там был рядом. Я нашел этот дом, Нар. Вот так вот, Нар, большое спасибо, так оперативно откликаться на мои неожиданные вопросы. Такие, какой дом, какая квартира, сколько этажей было в этом доме. Это важно. Я нашел этот дом действительно есть. Нашел дом, когда Даур жил, соответственно, на проспекте Мира. Вот это все очень для меня важно. Я должен все сам увидеть. Я вот здесь тоже все должен увидеть. Это нужно почувствовать. И тогда в тексте это заработает. Собравшиеся вспоминали Даура Зантария, рассказывали связанные с ним истории, делились своим мнением о его творчестве. Многие пообещали прислать свои воспоминания в текстовом виде или специально наговорить аудио, чтобы ничего не забыть. После встречи Максим Гуреев в сопровождении друзей и членов семьи Даура Зантария направился в Тамыш, на могилу писателя. Элеонора Гилаян, Тимур Гогохия, Абаза ТВ. 17 апреля свой юбилей отмечает директор научной библиотеки Абхазского государственного университета имени Гуля Эмма Галандзе. Юбиляра поздравил ректор АГО академик Олег Угварами. В поздравительном адресе, в частности, отмечается: более 4 десятилетий вы трудитесь в научной библиотеке АГУ имени Гуля, сокровищницы знаний, пройдя все ступени профессионального роста от библиотекаря до директора. Ваш многолетний опыт, глубокое знание библиотечного дела
дела, постоянное стремление к совершенствованию и исключительная преданность своему делу снискали вам уважение и авторитет в библиотечном и университетском сообществе и звание заслуженного работника культуры Республики Абхазия. Лауреаты и призеры международного музыкального конкурса «Лаборатория Алисы Гидзба», артисты, каждый из которых по-своему уникален, 18 апреля выйдут на сцену гала-концерта «Весенние голоса» в сочинском зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской. Среди них народная артистка Абхазии, заслуженная артистка России, солистка театра «Геликон-опера» Алиса Гидзба, обладатель гран-при конкурса «Лаборатории», солист Большого театра Валерий Макаров, тонкий лирик с мощной эмоциональной подачей, обладатель специального приза конкурса тенор Миружан Сарксян и другие исполнители. Фотография известного абхазского автора Эльзы Чанба опубликована в одном из ведущих мировых изданий в британском журнале Bolt and Beyond. Апрельский номер издания украсили узнаваемые легко по стилю автора Эльзы Чанба фотографии актрисы Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба и Государственного русского театра драмы имени Искандера, а также молодая художница Идаэт Атрушба. Ваши фотографии расскажут вашу историю, слова не нужны. Мы считаем, что фотография – это больше, чем просто изображение. Это мощное средство, которое передает суть культуры, эмоций и мастерства, пишет издание. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 18 апреля в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление повышенное, будет медленно понижаться. Ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 6-11, днем 15-20. Температура морской воды плюс 12, волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 60-80%. А на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.